Начать выдавать электронные паспорта планируют менее чем через 3 года. Они будут выглядеть как пластиковые карточки с носителем информации об их владельцах. В паспортах будут зафиксированы персональные данные держателя карты, номер медполиса, СНИЛС, водительское удостоверение, электронная подпись, индивидуальный код доступа и другую важную информацию. Старые, всеми любимые затертые бумажные паспорта уйдут безвозвратно в прошлое. Таким образом реализуется программа «Цифровая экономика». Идея перевода граждан на электронные паспорта обсуждалась на федеральном уровне уже давно, но осуществить решились только сейчас. Разработку законопроекта рассмотрели в правительстве в сентябре в рамках совещания под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева. Ответственные органы уже готовят проект. Для успешной реализации будет создана единая база данных и упрощен доступ к госуслугам. По предварительным подсчетам, проведение реформы обойдется более чем в 114 миллиардов рублей. Эти затраты правительство должно возместить за счет госпошлины за выдачу электронного паспорта. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, получение электронного документа больше всего заинтересовало молодых людей. Его хотели бы оформить более 80% молодежи. При этом в целом доля россиян, которые хотели бы иметь электронный паспорт вместо бумажного, составила 31%. Что же касается загранпаспортов нового образца, то их получать станет еще проще. Теперь их смогут выдавать многофункциональные центры. Эта услуга стала доступной с 1 сентября. С 1 февраля будущего года такие МФЦ должны располагаться в городских центрах, муниципальных районах с численностью населения более 100 тысяч человек, а также в городах федерального значения. Однако пока с этим возникают проблемы, и на то есть свои причины. Такие как отсутствие сотрудников МВД, именно аттестованные сотрудники. Сегодня федеральный центр не позволяет сотрудникам МФЦ своими силами выдавать этот паспорт, потому что одно из обязательных условий, что сотрудник, который работает на этом оборудовании, должен быть аттестованным, и он должен быть сотрудником МВД. Словом, документ, дающий право выехать за пределы страны, в этом году также успел и подорожать. Теперь за загранпаспорт нужно платить 5000 рублей вместо 3500. Сделать биометрический загранпаспорт несложно. Заполнить заявление на оформление в поисковой строке на сайте единого портала госуслуг. Среди перечня всех возможностей выбрать необходимую строку и перейти по ней на страницу заполнения анкеты. Все предельно просто. Однако из основных преимуществ этого способа подачи заявки отсутствие очередей, да и обработка данных в электронном варианте проходит намного оперативнее. А если у кого-то возникают проблемы с использованием портала, здесь на помощь придут сотрудники МФЦ. Опять же, я хочу людей немножко, наше население, успокоить тем, что они могут обратиться по поводу загранпаспорта в любой МФЦ. Что мы можем там сделать? Мы можем его зарегистрировать на государственном портале. И ему там есть очень большая такая привилегия, это скидка 30%. Он может через госпортал, наши сотрудники ему окажут содействие, через госпортал подать заявление на получение заграничного паспорта. Если сегодня государственная пошлина составляет 5000 рублей, то обращение через госпортал для него будет составлять 3500 рублей. Это как бы выгодно с нашими зарплатами и так далее, выгодно. Но если с одного дома примерно приехал человек, и у него там 3-4 человека, 5 человек, есть многодетные семьи, где они хотят на всех сделать паспорта, то это ощутимая сумма. Вот это большой плюс. Через 15 дней после подачи электронного заявления специалисты управления по вопросам миграции МВД Ингушетии приглашают в офис. Здесь вас и сфотографируют. К слову, фото тоже непростое. В базе данных сохранится индивидуальный биометрический параметр расстояния между зрачками. Фото вместе со всеми данными отправляет сначала в Федеральный центр обработки данных, а затем на фабрику Госнака. Здесь печатают паспорта для всех жителей России. За сутки около 15 тысяч паспортов. В сезон отпусков в 2 раза больше. 2017 год за 12 месяцев мы оформили 6 с лишним тысяч паспортов, то уже за 9 месяцев этого года мы оформили 9050 паспортов. Паспорта именно 10-летнего уже с повышенной госпошлиной стоят 5000 рублей, с 14-летнего возраста до 14 лет стоит 2500 рублей. Раньше это было 3500 и 1500.
Пятилетние паспорта у нас госпошлина не поменялась, она также осталась 2000 рублей на взрослого с 14 лет и до 14 лет 1000 рублей. Такой вот вопрос, что вот некоторые страны с пятилетним паспортом не пускают, только с биометрическим паспортом. Это у нас, например, Саудовская Аравия, там, например, Соединенные Штаты Америки, там, Украина тоже вот в прошлом году бумага приходила, то, что будут трудности при пересечении границы. Ну, ряд стран даже отказывают в визе, получение визы, так что лучше приобретать десятилетний. Главная страница паспорта пластиковая. Здесь указана вся информация о владельце, а внутри находится электронный чип. Случайные люди не могут получить доступ к этим данным. Завершающий этап: на оболочку наклеивается стикер со штрих-кодом и информация о владельце. Затем паспорта сортируют по коробкам и отправляют в разные города. Биометрический загранпаспорт можно получить не только по месту прописки, но и фактического проживания. Еще один плюс: за границей с таким документом можно быстрее пройти паспортный контроль, ведь данные проверяет машина, а не человек. Самое первое отличие нового паспорта от старого – это его увесистость. Вместо привычных 38 страниц здесь появились все 46. Кстати, о времени оформления. Если человек подает документы по месту регистрации, срок изготовления любого загранпаспорта – месяц. До 3 месяцев придется ждать тем, кто оформляет документ в другом регионе. И речь идет о максимально возможном сроке, который сотрудники отводят на проверки. Для того, чтобы срок изготовления не играл никакой роли, совет только один – оформить загранпаспорт заранее. А если он уже есть, следить за сроком окончания документа заблаговременно. Зелимхан Калоев, Асхаб Билакиев, Новости 24.